Депутаты Народного собрания Гагаузии совместно с управлением АПК разработали ряд программ по субсидированию сельского хозяйства. Что они предусматривают, сообщил председатель постоянной комиссии по сельскому хозяйству Народного собрания Валерий Монастырлы. Меры по животноводству. Туда входит уже не только крупнорогатый скот, но и овцеводство, и кролиководство тоже будут субсидироваться. Потом, исходя из того, что мы движемся в наше счастливое будущее, в цифровизацию, конечно, там что GPRS, навигаторы, системы, вот это все, это тоже будут субсидироваться. Потом непосредственно теплицы, водоемы, искусственные водоемы, это все как раз входило. Многолетняя упаковка многолетних трав. Погодные условия положительно сказываются на будущем урожае. Проблемы в основном связаны с ценовой политикой, отметил Валерий Монастырлы. Дистопливо, удобрения, пестициды – все это требует затрат. В связи с этим государство должно субсидировать аграриев. Есть сельхозпроизводители, которые до сих пор не получили субсидий. Они в ожидании выплат. Я согласен с теми аграриями, которые бастуют на площади. Но я поддерживаю наших аграриев тоже, потому что у нас уже уборка началась. Если будут наши аграрии бастовать, то этот урожай потеряют. Поддержки в виде субсидий могут лишиться виноградари, не зарегистрировавшиеся в реестре виноградарей. Этой проблемы также коснулся Валерий Монастырлы. Если государство диктует такие условия, как может государство тогда, что тоже будет диктовать условия, корчевать, если это нецелесообразно вообще с ценами и со всем остальным? В этом году, по словам Валерия Монастырлы, около 5 миллионов заложено на субсидии для аграриев Гагаузии. По закону мы имеем право в Гагаузии субсидировать 3%, 0,3% от собственного бюджета. То есть это получается в районе 13 миллионов. Но исходя из того, что начиная с года пандемии, потом сюда ближе уже и засухи, и все остальное, и мировой кризис, к сожалению, проблемы большие. Законодательные инициативы по поддержке аграриев будут рассмотрены депутатами Народного собрания. Татьяна Ставилова, Ирина Резунец, ГРТ Новости.